Сегодня я вам расскажу о процессе сборки электрощитового оборудования и, в частности, квартирных и коттеджных щитов. Покажу, как происходит процесс сборки распределительного электрощита и на какие тонкости стоит обращать внимание в процессе его проектирования. При проектировании системы электроснабжения коттеджа необходимо определиться с количеством подключаемой нагрузки. Все электропотребители разбиваются на группы. Для каждой группы подбираются свои автоматы защиты, их номинал, количество, тип и марка соединяющих кабельных линий. Но не всегда проект создается заранее. Поэтому часто работа по подготовке к созданию коттеджного щита начинается с опроса клиентов. И на основе ответов клиента инженер создает принципиальную однолинейную схему будущего распределительного щита. Однолинейная схема является главным документом, на основе которого в дальнейшем создается коттеджный щиток. Также к однолинейной принципиальной схеме прикладывается спецификация, по которой происходит подбор оборудования и всех комплектующих на складе. После подбора комплектующих все элементы поступают на участок сборки. В частности, под нашу однолинейную схему был выбран встраиваемый электрический щит на 3 динрейки и 72 модуля. После распаковки корпуса монтажник раскладывает в этом корпусе модульные элементы в соответствии с однолинейной схемой. Модульные элементы монтируются на динрейке внутри корпуса. Сегодня мы собираем распределительный щит для коттеджа, поэтому вводной автоматический выключатель и приборы учета располагаются в одном щите с отводящими автоматическими выключателями. Мы имеем подходящую нагрузку в 15 кВт, что дает нам примерно 80 ампер на входе в коттедж. Поэтому в качестве вводного выключателя мы используем автомат с номинальным током 80 ампер, позволяющий отключить в случае необходимости всю электрическую проводку коттеджа на время проведения регламентных работ. Этот выключатель разрывает одновременно линии фазы нуля и земли, полностью отключая электропроводку коттеджа от всех подводящих линий. В последнее время получило распространение использование трехтарифных электрических счетчиков, позволяющих учитывать потребление энергии в разное время суток раздельно. В связи с этим в данном щитке был использован именно такой трехтарифный электрический счетчик. Все содержимое будет объединено умной шиной SmartLink, которая позволит передавать информацию о состоянии электрических сетей здания на персональный компьютер или мобильный телефон пользователя. Под ключом УЗО к вводному рубильнику соблюдает цветовую дифференциацию проводов в зависимости от полярности. На входе в распределительный щит всегда устанавливается вводной автоматический выключатель. В данный корпус мы устанавливаем вводной рубильник на 32 ампера, что обусловлено подводимой коттеджу нагрузкой. Следом за ним, как правило, ставится устройство защиты от импульсных перенапряжений, которое защищает электропроводку в коттедже от скачков напряжения вследствие удара молнии как в сам коттедж, так и в линию электропередач или близлежащие объекты. В данном случае у нас использовано УЗИП Т1, Т2. Следом за УЗИПом ставится устройство защитного отключения на 100 мА. Обычно его называют пожарным УЗО. Вслед за пожарным УЗО идут автоматы так называемых неотключаемых линий. Они обслуживают пожарную нагрузку, холодильник, сигнализацию и автоматику здания. После вводной группы у нас идет общий отключатель нагрузки. За общим выключателем нагрузки устанавливаются автоматические выключатели группы электропроводки, номиналы которых уменьшаются по мере удаления от общего выключателя. Модуль устанавливается по группам в ряд, чтобы более наглядно для пользователя щитка в дальнейшем. За каждым УЗО располагается автоматический выключатель из группы, защищаемой данным УЗО. Такой тип расположения наиболее удобен и нагляден для пользователя. В случае срабатывания УЗО пользователь всегда сможет определить, в какой группе произошло короткое замыкание или нештатная ситуация. Все выключатели обязательно маркируются и устанавливаются в соответствии с созданной на прошлом этапе однолинейной схемой. Это поможет понять, какой выключатель за какую линию нагрузки отвечает, и упростит дальнейшую модернизацию и обслуживание электрического щитка. Как правило, проводка делится по группам, по этажам, либо по комнатам. То есть в щитке могут быть группы первого этажа, второго этажа, группы кухни, детской, гостиной, коридора. Отдельно стоят группы уличного освещения и уличных нагрузок. После подтверждения инженером схемы раскладки оборудования все элементы затягиваются и проводится расключение собранных модулей. Теперь нам надо скоммутировать наши модули. На этом этапе отдельное внимание уделяется качеству монтажа и сборки. Все провода должны иметь опрессованные наконечники и маркировку в соответствии с однолинейной схемой. Разводку линий нейтраль и земля должна быть выполнена на клеммных колодках. Все жгуты проводов должны быть закреплены гибкими стяжками внутри щита, а автоматические выключатели одной группы соединены с шинными гребенками.
Хорошим тоном является наличие свободного пространства на динамиках для дальнейшего развития и модернизации щита. В частности, в готовый электрощит в дальнейшем можно будет поставить таймеры, реле времени, счетчики, либо систему умного дома. Распределительный электрощит является нервным узлом в электросистеме коттеджа. К нему могут быть подключены такие различные энергосистемы, как бытовые розетки, система освещения, озвучения зданий, система умного дома или различные автоматики.